Добрый день, уважаемые участники конференции. День добрый, уважаемые коллеги. Акционерное общество «Опережная энергетика» в соответствии с решением нашего холдинга РАО «Энергосистема Востока» поручено заниматься вопросами возобновляемой энергетики холдинга. Мы с вами с многими виделись на прошлой конференции, первой конференции, которая прошла в Якутске, такая глобальная, большая по данной тематике. Вот, соответственно, что же на сегодняшний день компания за этот год выполнена? Вкратце, наверное, я вам об этом расскажу. Какие планы у компании, соответственно, что мы собираемся в ближайшее время делать, какие вопросы хотелось бы обсудить, наверное, в рамках нашей конференции в целом. На сегодняшний день, за истекший год, в компании реализовано 3, наверное, по меркам и Дальнего Востока, крупных проекта в области возобновляемой энергетики. Все они разные. Основной целью, которую мы ставили перед собой данным проектом, это фактическое испробование того оборудования, которое может работать в наших суровых климатических условиях, плюс, соответственно, вопросы, связанные с строительством этих объектов, доставкой техники, доставкой строительных материалов и испробованию комплексных решений по сопряжению данных изолированных поселков того оборудования возобновляемого, которое мы в своих проектах на данный момент выполнили. У нас, соответственно, уже некоторые товарищи уже об этом говорили. Реализовано 3 проекта, 2 проекта в Камчатском крае, 1 проект на Ямале. В Камчатском крае, в селе Никольское, установлены 2 ветроустановки, и там не только было построено сами ветроустановки, а еще было выполнен целый комплекс работ по сопряжению с энергосистемой действующего поселка. Мы совместно с датской компанией Данвест выполнили работу по внедрению в нашу систему и бойлера, который помогает нам решать вопросы, связанные со скачками напряжения, реактивной, в том числе мощности в этой системе. Плюс в Усть-Камчатске была выполнена установка ветрооборудования компании Вердне, также 275 киловатт. Это ветроустановка отличается от того, что мы использовали на острове Белинга. Это вместе с компанией Вердне она была проведена для работы в более суровых арктических условиях, проведена доработка этого оборудования. Тестирование в течение этого года показало достаточно неплохую работу. Хоть там были некоторые вопросы, но компания эти быстро вопросы устраняла. На сегодняшний день можно говорить, что интересное оборудование к использованию, поскольку самоподъемное, очень много можно вопросов решить и закрыть, связанных с монтажом этого оборудования. Мы знаем, что инфраструктура, к сожалению, наших всех северных поселков в условиях доставки очень сложные. Используя подобного рода оборудование в проектах, с нашей точки зрения, оправданно. В Лабытнангах мы поставили реанимированное оборудование совместно с нашими партнерами. Это Оренбургский завод ТЭМС. Фактически это оборудование датской фирмы Микон, полностью прошедшая модернизацию на данном предприятии, адаптированная к арктическим условиям. И мы на сегодняшний день тестируем, смотрим, как это оборудование в данных условиях практически приближено к Арктике. Этот поселок, населенный пункт Лабытнанги, где у нас тоже до минус 55 температура опускается. Мы сейчас смотрим, как это оборудование в этих арктических условиях себя ведет. В целом, за истекший период, пока мы занимаемся этими вопросами, мы одним из моментов столкнулись, что с одной стороны не так много оборудования ветроэнергетического, которое может в этих условиях работать, но достаточно большой комплекс оборудования, который мы используем в этих проектах, от дизель-генераторов, синхронных компенсаторов, и другие моменты. И мы столкнулись с вопросом, что очень существенную роль играет система сопряжения этого оборудования в единой
комплекс и достаточно дорогостоящее решение, в том числе для наших западных партнеров по созданию автоматизированных систем управления. И было принято решение, мы пошли по пути, что на сегодняшний день мы создали свою автоматизированную систему управления ветродизельным комплексом, которая полностью русифицирована, соответственно, позволяет нам внедрять в нашу систему разного вида другого оборудования, это касательно синхронных компенсаторов, касательно бойлеров и другие виды, в том числе аккумулирования. И мы, исходя из того, что поставили с собой перед такие задачи, мы в Москве сейчас создали такой совместно с РАО «Энергосистемы Востока» и компанией «Иркутск Энерго» создали такой центр испытаний и исследований, где изготовили макет, в который фактически себя включают все основные элементы, которые планируется использовать при внедрении проектов возобновляемых источников энергии в изолированных поселках, где мы можем моделировать разные ситуации по нагрузкам, по выработке ветрогенераторами, по работе дизельной станции. Сейчас мы не остановились на этом этапе, и вот в это лето сейчас сформирована определенная программа и задачи по внедрению в этот макет еще элементов солнечной генерации и систем аккумулирования. Очень интересная работа с точки зрения и науки, и опробования всех этих систем. Многие вещи, честно говоря, для себя некоторые открыли по стабилизации работы полностью системы в целом. И планируем эти решения применять в наших ближайших проектах, ближайших изолированных поселках. Наверное, стоит отдельно сказать, что мы уже несколько лет, занимаясь этой тематикой, получили большой опыт по ветромониторингу. У нас на сегодняшний день в регионах Дальнего Востока установлено 13 ветроизмерительных комплексов. Мы полностью получаем информацию, анализируем всю те аспекты по ветромониторингу. И это очень такой значимый вопрос, мы ему уделяем большое количество времени и внимания, поскольку это фактически основа для принятия дальнейших решений о целесообразности, в том числе и строительства ветроэнергетических, ветродизельных комплексов в каждой конкретной территории, на каждом отдельном поселке. Что же мы планируем делать дальше, в этом году и на перспективе по следующего года, последующих лет? На сегодняшний день компания ведет большую работу по реализации проекта на Сахалинской области, это поселок Новиково. Сам проект в Новикове компания — это первая такая большая стройка не в территории Камчатского края, поскольку у нас Камчатский край, он был как один из первых пилотных регионов с большой поддержки региональных властей, которые оказывают содействие в реализации проектов, в организации, поскольку очень много вопросов всегда связано с выделением земли. Вот эти моменты с помощью правительства Камчатского края мы фактически нивелировали, очень быстро принимаются решения, в том числе и при необходимости перевода земель из одного вида в те, которые необходимы для того, чтобы мы эти проекты могли реализовать. Соответственно, проект по Новику — это наш такой следующий этап, следующий проект вне Камчатского края. Сейчас ведется активная работа с руководством по Сахалинской области по реализации этого проекта. Планируется, соответственно, установка 2 ветрогенераторов «Вестас». Также мы с нашим партнером Оренбургским заводом ведем эту работу, уже закуплено оборудование. В общем, в этом году мы планируем запустить этот комплекс, поставили перед собой задачу достичь замещения где-то порядка 42%. Кроме того, Владимир Викторович уже останавливался на этом этапе.
мы с нашими японскими партнерами, крупными компаниями, Mitsui, компания Камай, на сегодняшний день в поселке Усть-Камчатск Камчатского края в этом году проводим целый комплекс работ по установке 3 ветрогенераторов. Я не буду, может, долго останавливаться, уже об этом говорили. Что, наверное, хотелось бы там отметить, что это как бы типовое, с одной стороны, оборудование нашего партнера Камай, но мы уже общаемся несколько лет, и за этот период времени принято было решение нашими партнерами, что они это оборудование доводят до фактически тех параметров, которые мы можем использовать в наших суровых климатических условиях. То есть это оборудование будет приближено к арктическим условиям работы на данной территории. Кроме того, помимо непосредственно самих ветроагрегатов, принято решение о том, что наши японские партнеры будут и вместе с нами заниматься вопросами сопряжения, фактически формирования интеллектуальной системы по внедрению, сопряжению всех элементов, которые у нас на сегодняшний день есть в поселке, в том числе и внедрение, соответственно, или применение в данном проекте элементов стабилизации, связанные с выдачей существующей котельной. Там в Камчатске тоже очень интересный этот проект. Там у нас, точнее, территории котельные не централизованные, небольшие, а фактически у каждого дома, может быть, 2-3 домов, группы, своя мини-котельная, и вот делать систему, которая, соответственно, позволяет стабильно работать при таких условиях. Вот такая задача поставлена, и мы совместно с нашими японскими партнерами данную задачу реализовываем. Кроме того, наверное, сегодня уже был этот слайд, что хотелось бы отметить. Мы не останавливаемся на достигнутом совместно также с нашими партнерами Международной финансовой корпорации. За этот период времени, за год проведена, на мой взгляд, очень большая работа. Мы взяли 6 основных поселков Камчатского края, и на сегодняшний день, имея все данные с ветромониторинга, были выполнены обины по этим поселкам с привлечением, в том числе одной из мировых компаний в области проведения ветроэнергетических расчетов, это компания Ламайер. И по итогам мы имеем обины, которые выполнены по всем международным требованиям, в том числе и международных финансовых организаций, где, в общем-то, показаны все вопросы, связанные с возможностью привлечения уже серьезного финансирования под наши проекты. Также собираемся не останавливаться на достигнутом. На сегодняшний день ведутся работы и переговоры по внедрению источников возобновляемой энергетики в Приморском крае, Хабаровском крае. Вообще территория, надо тоже дать должное, очень заинтересованы в решении этих вопросов. РАО «Энергосистема Восток» очень активно участвует в этом процессе, подписаны соответствующие с многими регионами соглашения. Вот мы движемся вперед для того, чтобы не останавливаться и развивать вопросы возобновляемой энергетики на всей территории Дальневосточного федерального округа. Кроме того, не ограничиваемся и теми территориями, где непосредственно мы представлены, и с муниципальными образованиями, в частности, в Чукотском автономном округе тоже очень большой интерес к данным проектам. В этом году установили тоже ветроизмерительный комплекс в поселке Лаврентия, тоже обследуем, соответственно, возможность внедрения в таких жестких арктических условиях, и поэтому нам, конечно, очень тоже с точки зрения возможности применения разного оборудования интересно привлекать партнеров, те, которые готовы, или у которых есть оборудование, которое может работать в этих наших суровых климатических условиях. Что хотелось бы, наверное, в заключение отметить, что, в принципе, сам
вопрос по прохождению этих проектов в обществе уже отработан. Очень, как мы видим, много времени отнимает вопросы сбора данных, в принципе, такая коммерческая составляющая. И в данном случае действительно у нас государство, как мы видим с вами, начинает поворачиваться к вопросу внедрения возобновляемых источников энергии, в том числе и изолированных поселков. Но мы все, наверное, в этом процессе участвуем, надеемся, что в ближайшее время будут приняты нормативные документы, которые будут фактически отвечать тем существенным моментам, тем существенным вопросам, специфики, которые у нас в наших изолированных системах используются, конечно, несерьезно отличаются от централизованного рынка, от оптового рынка электроэнергии. Но на наш взгляд, что мы уже и сейчас можем более активно использовать те механизмы, которые предоставлены нам законодательством. Это мы на этом слайде показываем, что на сегодняшний день, во-первых, и территории могут более активно, в том числе и финансово, участвовать и в вопросах, связанных с обоснованием инвестиций, в вопросах, связанных с ветромониторингом, включать эти вопросы в свои программы, поскольку период формирования всех этих данных, он достаточно по времени не менее года, а лучше где-то 2, может и более лет составляет, не останавливаясь на том, что мы сейчас с вами финансируем, с вами ведем, можно совместно использовать эти вопросы для того, чтобы опережающим темпом подготавливать ту необходимую базу для внедрения непосредственного строительства уже самих объектов. Кроме того, на территории есть возможность предоставления и разного рода льгот, связанных с налогообложением, это и налог на имущество, и, соответственно, налог на прибыль. Есть возможности привлечения и Российского энергетического агентства в участие как софинансирование внедрения этих проектов, поскольку все эти проекты, они все тесно завязаны на вопросы, связанные с энергоэффективностью. И, соответственно, мы тоже понимаем, что каждая территория тоже заинтересована в внедрении подобных проектов у себя. Поэтому мы готовы с территориями дальше эти вопросы обсуждать, готовы сотрудничать. В целом очень интересная тема. Нас каждым годом привлекает все больше и партнеров, и внимание к себе. И мы надеемся, что совместно с вами эта тема будет продвигаться, и мы с каждым годом все больше и больше будем реализовывать проекты на нашей территории Дальнего Востока. У меня все, спасибо.